بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله верующие рабы Аллаха, мы с вами вступили в месяц Раджаб. Месяц Раджаб – один из тех месяцев, которые Аллах Субхану ва Тааля назвал запретными, священными месяцами. Аллах Субхану ва Тааля создал человека, создал время, создал место. И Аллах Субхану ва Тааля создает и выбирает из того, что Он создал, то, что пожелает. Как говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва раббука яхлуку ма яшау ва яхтар». И Господь твой создает, что пожелает, и выбирает. Аллах создал человека и выбрал из человеческого рода пророков. А из числа пророков избрал посланников, ар-русуль. А из числа посланников избрал улиль азм, посланников, выдающихся, обладателей твердой решимости. И это 5. А из этих обладателей твердой решимости избрал Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И Всевышний Аллах создал место, и из всех мест на земле избрал Мекку и Медину и Бейтуль-Макдис, то, что называют Иерусалим. И Аллах Субхану ва Тааля создал время и избрал из времен на уровне недели, из всех дней недели, Яумуль-Джумаа, пятницу. И избрал из всех дней года Яумун-Нахр, день жертвоприношения, 10 Зуль-Хиджа. Это самый лучший, самый любимый день для Аллаха Субхану ва Тааля в году, как об этом говорят хадисы. И избрал из месяцев месяц Рамадан и 4 месяца, которые называются Аль-Ашхуруль Хурум, запретные месяцы. Эти месяцы называются запретными, то есть священными, из-за их особого положения, особого статуса, из-за того, что грехи в них, они особенно считаются омерзительными. И сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Инна иддата шухури инда Аллахи исна ашара шахра». Поистине число месяцев у Аллаха 12 месяцев. Фи китабилля йаума халяка ас-самавати валь ард. По Писанию Аллаха в тот день, когда Он создал небеса и землю. Минха арбаатун хурум. Из них 4 священных, 4 запретных. Залика динул каййим. Фала тазлиму фихинна анфусакум. Это и есть прямая религия, так не притесняйте же в эти месяцы свои души, совершая грехи. Эти месяцы, это месяц Зуль-Ка'да, месяц Зуль-Хиджа и месяц Мухаррам, которые идут подряд. И один месяц, который стоит отдельно, этот месяц Раджаб, тот месяц, в который мы с вами вступили. О рабы Аллаха! О рабы Аллаха! Мусульманин, обязанностью его является всегда, во все месяцы, в том числе и в запретные месяцы, в том числе и в месяц Раджаб, придерживаться того, на что указывает шариат, на что есть довод в Коране и Сунне. Никто из людей не имеет права что-то выдумать или назначить что-то в эти месяцы из поклонений, из каких-то богоугодных деяний от себя, если на это нет у него твердого основания из книги Аллаха и сунны пророка алейхиссалату вассалам. О рабы Аллаха! Мушрики, многобожники, в эпоху джахилии, до ислама, они возвеличивали, также возвеличивали месяц Раджаб, возвеличивали эти запретные месяцы, но они превращали месяц Раджаб в месяц соблюдения поста, как мы с вами соблюдаем пост в месяц Рамадан, они соблюдали пост в месяц Раджаб. И сегодня
К сожалению, есть такие люди среди мусульман, которые соблюдают в месяц Раджаб пост, так как будто бы это месяц Рамадан, то есть постятся целиком, и побуждают к этому, и призывают к этому других. Но это неверно, это новшество, это бида, это уподобление мушрикам. И поэтому шейх ибн Таймия, рахималлаху тааля, сказал, чтобы соблюдать специальный пост в месяц Раджаб, все хадисы по этому поводу, то есть соблюдение специального поста в месяц Раджаб, они являются слабыми хадисами. Более того, они являются выдуманными, придуманными хадисами, на которые нельзя опираться, на которые не опираются ахлюль илм, ученые. И эти хадисы, говорит Ибн Таймия, они не просто слабые, они придуманные, они измышленные. И достоверно передано, что Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху тааля ан, он бил людей по рукам, чтобы они опустили руку в пищу во время Раджаба. И говорил им: «Ля тушаббиху би Рамадан», не уподобляйте Раджаб Рамадану. И говорил: поистине Раджаб возвеличивали люди джахилия, когда пришел ислам, то это оставлено, то есть оставлено вот это соблюдение поста на протяжении месяца Раджаб. И передано от Ибн Аббаса, ради Аллаху тааля анхума, что он сказал: пусть никто ни в коем случае не постится в Раджаб, как постится в Рамадан, но пусть постится в некоторые дни и разговляется в другие дни. Да, конечно, у рабы Аллаха Раджаб, как мы сказали, это один из запретных месяцев Аллаха субхану ва тааля. И передано от Ибн Аббаса и Катады и других предшественников побуждение в эти месяцы запретные, в том числе в Раджаб, совершать побольше угодных Аллаху деяний, побольше праведных поступков. Но то, что в шариате передано обобщенно, то и мы должны принимать обобщенно. А то, что конкретизируется, то и мы должны конкретизировать. Так вот, нигде в шариате не передано, чтобы в запретный месяц, чтобы в Раджаб были какие-то специальные, установленные Аллахом субхану ва тааля виды поклонения, которых нет в других месяцах. Да, Аллах субхану ва тааля, Он возвеличил Раджаб как один из запретных месяцев. Аллах субхану ва тааля указал на его превосходство. Но специального поклонения какого-то, которое мы должны выделять и назначать, в этом месяце нет. Если ты, альхамдулилля, ты читаешь Коран, обычно ты выстаиваешь ночные намазы, киямуль лейль, обычно ты даешь садака, обычно ты соблюдаешь дополнительные посты, то есть ты постишься 3 дня каждый месяц в дни полнолуния, или ты постишься в понедельник и четверг, или ты обычный у тебя есть каждый раз, который ты совершаешь зикр, или поддерживаешь родственные связи, альхамдулилля. В этот месяц делай все это еще больше, и еще лучше, и еще старательнее. Вот это вот особенность аль-ашхуруль хурум, то есть запретных месяцев, в том числе месяца Раджаб. Но нельзя какое-то специально выделять, какой-то вид поклонения, назначать его, или придумывать какой-то религиозный обряд, который совершается в определенной форме, в определенном виде, и который не установлен Аллахом субхану ва тааля ни в Коране, ни в Сунне. То, что арабы возвеличивали этот месяц, месяц Раджаб, этим воспользовались лжецы. Лжецы воспользовались этим и напридумывали целую кучу, множество разных измышлений хадисов, приписав это к исламу, сказав, что это якобы хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. И, к сожалению, эти бид'аты, они распространились, эти новшества. Вот среди этих измышлений убеждение, которое получило распространение. Распространяют это простые люди, у которых нет знания. Иногда даже имамы с минбаров призывают к этому. Убеждение, что якобы в месяц Раджаб есть специальные дни поста с определенными наградами за это. И они говорят, иногда имамы с минбаров говорят они: кто постится первый день Раджаба, то ему награда как за пост, соблюдаемый в течение 3 лет подряд. Кто постится во второй день Раджаба, говорят они,
Ему награда, как будто он постился 2 года. Кто постился в 3-й день Раджаба, как будто награда ему, как будто он постился год. А последующие дни Раджаба, говорят они, награда за каждый день поста, как награда за пост в течение месяца. Субханаллах, это ложь. Это ложь, возведенная на пророка, алейхиссалату вассалям. Нету этого ничего. Еще они утверждают, что якобы пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: кто постился в начале Раджаба, в середине Раджаба и в конце Раджаба, тот защищен от адского огня. Выдуманный хадис. Не говорил этого пророк, алейхиссалату вассалям. Еще они утверждают, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: Раджаб — это месяц Аллаха, Ша'бан — это мой месяц, а Рамадан — это месяц моей уммы. Тоже выдуманный хадис. Очень слабый хадис, который нельзя приписывать пророку, алейхиссалату вассалям. Что еще делают люди из новшеств? Мы должны знать об этом и предостерегать себя и наших братьев от этого. Одно из новшеств — это так называемый саляту рагаиб, намаз рагаиб, который совершают некоторые люди. Они совершают его в первую ночь на пятницу в месяц Раджаб, между намазом Магриб и между намазом Иша. И они утверждают, что после этого намаза, кто сделает дуа, обратится к Аллаху с дуа, обязательно Аллах ответит на его дуа. И этот намаз, он имеет свою особую форму, странную очень, образ его совершения. Все это измышление, все это ложь, ничего этого в религии нет, с этим согласны все ученые. И вот этот так называемый намаз рагаиб, он появился только после 4 века хиджры, то есть не был он известен ни пророку, алейхиссалату вассалям, ни сподвижникам, ни их последователям, ни имамам прямого пути. Его придумали, и придумал его, как об этом говорит известный ученый Абу Шам аль-Макдиси, придумал человек из города Наблюс. И потом распространилась эта бида среди мусульман, и очень широко распространилась. И говорит Абу Шама: когда я был в Бейтуль-Макдис, подошел ко мне вот этот человек из Наблюса и сказал, что он кается и приносит покаяние из-за того, что придумал этот намаз, сочинил этот хадис, приписав его пророку, алейхиссалату вассалям. И говорит Абу Шама: но, к сожалению, этот намаз, он до сих пор совершается по сей день. Потому что ложь, братья, ложь, она легкая и заразная. А истина, она тяжелая. Но она сладкая, но она приятная. К сожалению, истина нелюбима многим, но она приятная. А ложь приятная, она распространяется очень быстро. Она распространяется так же быстро, как пламя распространяется внутри сухой соломы. Вот так же распространяется ложь среди людей. Имама Навави, известного ученого, его спросили про этот намаз рагаиб. Сунна это или бид'a? Он сказал: бид'a, кабиха, это мерзкое, бид'a, сказал имам Навави. Мерзкое нововведение, которое нужно порицать самым сильным образом, которое содержит в себе разные порицаемые поступки. Нужно это оставить, отвернуться от этого и порицать тех, кто делает это. И пусть не обманываются люди, говорит он, тем, что многие люди совершают его во многих странах ислама. И пусть не обманываются люди тем, что об этом намазе сказано в таких книгах, как Футур Кулуб или Ихья Улумуддин, которые любят многие люди эту книгу. Пусть не обманываются, говорит он, что в этих книгах сказано об этом намазе. Это, говорит он, несостоятельная ересь. А пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман ахдаса фи динина ма лейса минху фахуа радд». Кто придумает в нашей религии то, на что нет указания, то, что не от нее, то это будет отвергнуто Аллахом. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям: лейса алейхи амруна фахуа радд. Кто совершит какое-то религиозное деяние, на которое нет моего указания, то это не принимается Аллахом, это отвергается. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям: куллю бидатин далаля. Каждое религиозное нововведение — это заблуждение. Аллах субхану ва тааля, если между нами возникают какие-то религиозные разногласия, приказал нам обращаться к книге Аллаха и сунне его посланника, и сказал: фаин таназатум фи шейин фаруддуху иля Аллахи ва расуль. Ин кунтум ту'минуна билляхи валь йаумил ахир. А если вы разногласите в каком-то вопросе, то обратитесь к Аллаху и его посланнику, то есть к Корану и Сунне.
если вы верите в Аллаха и в последний день. Аллах приказывает нам обращаться к Корану и Сунне, а не следовать за разными невеждами. И не приказывает нам обольщаться ошибками ошибающихся. Вот это были великие слова выдающегося ученого имама Науви, рахималлаху та'аля, и от многих ученых переданы эти же слова. Еще одно новшество, которое распространено в этот месяц Раджаб, то, что многие люди считают, что в этот месяц следует ехать в Медину, посещать мечеть пророка, алейхиссалату вассалам, потому что именно в этот месяц это является сунной. Нет. Посетить мечеть пророка, алейхиссалату вассалам, чтобы совершить там намаз, это сунна всегда. Это всегда богоугодное деяние. Но выделять чем-то посещение в месяц Раджаб от других посещений, из других посещений, это бида, это новшество. Нет на это никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне. И, наконец, самое распространенное новшество в этот месяц, месяц Раджаб, о котором мы с вами должны знать, это то, что делают люди 27-го Раджаба. Вернее, в 27-ю ночь месяца Раджаб. Они считают, что эта ночь, та ночь, когда пророк, алейхиссалату вассалам, был перенесен из Мекки в Бейтуль-Макдис, в Иерусалим, а потом вознесен на небеса, то есть ночь Аль-Исра валь-Ми'радж. Они говорят, вот, 27-я ночь Раджаба, это и есть та ночь. И поэтому отмечают эту ночь. Поэтому особо выделяют эту ночь, совершая в течение этой ночи киямуль-лейль, ночной намаз, постясь днем. Они отмечают этот день разными торжествами, на которых они, собираясь, выступают с речами, на которых они поют разные анашиды, которые называют они мадихами, декламируют разные стихи, разные касиды. Ничего из этого не передано от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ничего это не было известно первым поколением этой уммы, которые самые лучшие поколения этой общины. Более того, самое правильное мнение, как на это указывает имам Науви, рахималлаху та'аля, что вообще это великое событие, Исра и Ми'радж, оно не было в месяце Раджаб. Оно не произошло в месяце Раджаб. И шейх ислам ибн Таймия, рахималлаху та'аля, говорит, сподвижники их последователи, они не выделяли чем-то эту ночь, и они не отмечали ее, и поэтому неизвестно, говорит он, на какую дату приходится эта ночь, и нет ни одного известного довода, в каком месяце, или в какой декаде, или в какой конкретно день произошло это событие, а все, что сказано по этому поводу, цепочки передачи прерваны, нет ничего твердо переданного по этому поводу, поэтому нельзя мусульманам, говорит шейх аль-Ислам, выделять как-то эту ночь, которую они считают ночью Исра и Ми'радж, для кияма, для ночного намаза специального или для чего-то другого. И, наконец, еще одно новшество последнее, это то, что многие думают, что в месяц Раджаб совершается умра. Что умра в месяц Раджаб это сунна. Нет на это доводов. Не делал этого пророк, алейхиссалату вассалам. Когда до Айши дошло, что некоторые люди говорят, что умра в месяц Раджаб, она имеет какое-то особое значение, она сказала, клянусь Аллахом, валлахи, инна набия саллаллаху алейхи вассалям ма'тамара фи раджабин каб. Поистине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не совершал умру в месяц Раджаб. А что нам делать в этот месяц? Не обращать на него внимания? Нет. Ахля сунна валь джама, мы люди середины. Что делать нам сейчас в этот месяц, в этот великий месяц? О рабы Аллаха, нам нужно поспешить обратить внимание на состояние наших душ. Нужно сейчас взять свой нафс под решительный контроль и начать подготовку к приближающемуся месяцу Рамадан. Пусть Аллах Субхану ва Тааля позволит нам всем дожить до него и провести его в наилучшем поклонении Ему. И нужно идти к Рамадану, взяв под контроль свой нафс, твердым, спокойным, решительным шагом, надеясь на награду Аллаха Субхану ва Тааля, но ни в коем случае не имея в сердце намерения получить какую-то вот специальную награду за деяние в Раджаб, о которой сказано вот в этих вот выдуманных
лжецами хадисов, потому что нет никаких достоверных сообщений о какой-то специальной награде за определенные деяния именно в месяц Раджаб. И не нужно делать какие-то обряды поклонения, на которые нет довода от Аллаха Субхану ва Тааля. Давайте совершать побольше те деяния, о которых сказано в Коране и в Сунне. Они всегда любимы Аллаху Субхану ва Тааля, в любое время любимы. Но в эти запретные месяцы и в месяц Раджаб они любимы Аллаху Субхану ва Тааля особо. И поэтому давайте не вести себя так, как будто бы это обычное время. Нет, мы не должны упускать вот это время благословенное, которое дает Аллах Субхану ва Тааля. Должны совершать богоугодных деяний побольше в них. То, что любимо Аллаху, то, что приближает нас к нашему Господу. Мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы помог всем нам следовать сунне пророка алейхиссалату вассалам. Акуля хадаль кауль вастагфируллах ли ва лакум.